Служить Родине Аслан Батыров морально готов. А заключение, годен ли он к службе, остается за медиками. Новобранцу 18 лет. Никаких жалоб у парня на здоровье нет. Военкомат явился, как только пришла повестка. Считает, что каждый из мужчин должен отдать долг отчизне. А после прохождения срочной службы намерен работать в органах правопорядка. Не надо этого бояться. Это армия просто. Если человек из обычного пацана делает, там, мужчин, человека. В очередной набор призывников в армейский строй подлежат мужчины с 1995 по 2004 годов рождения. Все получившие повестки должны пройти стандартную процедуру отбора – строгую медицинскую комиссию. Всего от военкомата по Назрани и Назрановскому району в осеннюю призывную кампанию должны отправить 80 новобранцев. У нас бывает много призывников, непригодных к военной службе. Это большинство у нас большинство распространенные болезни по глазам плоскостопие всякие бывает с астмой, различные болезни мы им предоставляем, если им положено отсрочка. В связи с частичной мобилизацией срок проведения осеннего призыва был сокращен на 1 месяц, что стало дополнительной нагрузкой для военных комиссариатов. Чтобы не пострадало качество призыва, совместно с представителями муниципалитетов ведется активная работа. Уверены, что все мероприятия проведут в установленные сроки. За счет выходных у нас медицинская комиссия не работает, поэтому такие сложности у нас возникают. Мы как-то все стараемся как-то не допустить срыва команд. Также заместитель председателя правительства Магомед Евлоев тоже укладывает огромное усилие по этому призыву. В период весеннего призыва наблюдалось большое количество уклонистов. Связано это было с проведением спецоперации в Украине. Тогда было передано 49 личных дел в следственные органы. Возбуждено 4 уголовных дела. Правда, избегающих срочную службу и сейчас хватает, и зачастую препятствуют отправке ребят их родители. Первая отправка у нас была 10 ноября. У нас по плану было, по городу Назрань было 2 человека, их мы отправили. Вторая отправка у нас была 14 ноября. Мы должны были отправить 4 человека. В район проведения специальной военной операции направляются только лица, заключившие контракт с Министерством обороны. Так называемые контрактники. Срочники, как наши ребята, от 18 до 27 лет, которые идут для прохождения срочной службы, срочники на территории Украины не направляются. В России несколько лет действует приказ Министерства обороны, который запрещает выдачу военного билета мужчинам, не прошедшим службу в армии без законных оснований. Вместо стандартного документа такие граждане получают справку уклониста. У нас всегда как-то мы и воевали в царской армии, и воевали, и служили наши отцы. И я бы им сказал, что служить надо. Это как-то служба, это как урок мужества. А некоторые ребята не ждут повесток и даже при наличии отсрочки сами приходят в военкомат. Рашид Тимирханов, студент пожарно-спасательного колледжа, решил переодеть форму спасателя на военную. Взял академический отпуск и добровольно явился в военкомат по месту жительства, чтобы отправиться на срочную службу в вооруженные силы страны. Медкомиссию прошел, к отправке готов. Служить здесь это Бог, что мужик должен служить. Это обязанность должен. Если есть возможность, он должен служить в армии, российской армии. Такое решение принято достаточно давно, когда мне еще было 16 лет. У нас все родные, все работают, все служили, поэтому я с ними решил тоже служить. Попав в подразделение, все 12 месяцев солдатам придется придерживаться устава. Распорядок дня там существенно отличается от гражданского. Год в армии не только возможность исполнить свой долг, освоить азы военной науки, стать частью обороны страны, но и построить военную карьеру. Отслужив по призыву, солдат получает право на льготное поступление в государственные вузы. Мы как-то стараемся доводить до призывников и родителей призывников. После службы глава нашей республики дал указание всем структурам, кто отслужил и после имеет военный билет на прохождение военной службы,
чтобы их устраивали на работу. По количеству призывников на сегодняшний день в регионе лидирует Назрановский район. Больше всего новобранцев от Гамурзиевского административного округа. Ингушских призывников отправят служить в элитные войска, зенитные, ракетные, войска военно-морского флота, Национальной гвардии, воздушно-космические и ряд других. В целом на военную службу в стране будут призваны 120 тысяч человек от 18 до 27 лет. Согласно указу, завершится она по традиции к Новому году. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.